Добрый день, уважаемые участники соревнований и все любители футбола. Мы рады приветствовать всех на стадионе «Локомотив» в Уссурийске, где сегодня пройдет календарный матч первенства юношеской футбольной лиги среди юношей 2006 года рождения зона Дальний Восток. На поле сойдутся команды ШОР город Владивосток, Арктика Якутск. Перед этой встречей владивостокская команда занимает третье место в турнирной таблице. В активе нашей команды 32 очка после 13 встреч. У наших соперников 8 набранных баллов в 14 играх. Уважаемые присутствующие, напоминаем вам, что на протяжении всего времени нахождения на территории стадиона необходимо носить маску. Также просим соблюдать социальную дистанцию, держаться на расстоянии 1,5–2 метров от других болельщиков. Надеемся на ваше понимание. Здоровья вам и вашим близким. На стадионе работает система видеонаблюдения. Нарушение законодательства Российской Федерации предусматривается наложение в судебном порядке штрафа в размере от 3 до 10 тысяч рублей, либо прохождение обязательных работ до 160 часов с наложением запрета на посещение спортивных соревнований на срок от полугода до 3 лет.
Ну что, друзья, всем добрый день. Мы ведем прямую трансляцию со стадиона «Локомотив» в Уссурийске, где уже через пару минут начнется матч 15-го тура между командами Краевой комплексной детской юношеской спортивной школы города Владивостока и Республиканской специализированной спортивной школы по футболу город Якутск. Названия довольно длинные, поэтому мы будем, как и все, ограничиваться короткими и лаконичными наименованиями «Ксшор» и «Арктика», как это делают на всех медиаресурсах Дальневосточной юношеской футбольной лиги и каких-то ресурсах спортивных средств массовой информации. Меня зовут Сергей Токарев, и эту встречу я буду комментировать специально для вас. Ну и пока самое начало матча, пока команда выходит морально настраивается на предстоящую игру, предлагаю познакомить вас с турнирной таблицей Дальневосточной юношеской футбольной лиги, потому что всегда интересно понимать турнирную ситуацию, интересно понимать, кто лидер, интересно понимать и знать, кто аутсайдер. Поэтому стоит быстро пробежаться по тем 10 командам, которые принимают участие в соревнованиях, и коротко озвучить, какие места занимают. Команда Благовещенск, 36 очков, первое место в турнирной таблице. Второе место спортивная школа Олимпийского резерва номер 2, 3 очка. Третье место Краевая спортивная школа Олимпийского резерва, которая сегодня является одним из участников матча. Четвертое место СКА Хабаровск, 27 очков. Пятое Сахалин, 23. Локомотив занимает шестое место с 18 очками. На седьмом месте располагается Вулкан, 13 очков. На восьмом Океан, также 13 очков. На девятом месте, на предпоследнем месте турнирной таблицы второй участник сегодняшнего матча, команда Арктика, 8 очков. И десятое место, последнее место, занимает команда Белогорец. Ну что, друзья, матч стартовал. Давайте смотреть, давайте наслаждаться футболом. Довольно интересный поединок с точки зрения турнирного положения обеих команд. Думаю, мало кто будет спорить с тем, что хозяева поля являются фаворитами встречи, учитывая как минимум расположение двух коллективов в таблице. Пока не вижу смысла сходу приводить всю имеющуюся статистику про участников поединка. Мы будем делать это по ходу встречи. Номер 7, капитан команды Никита Урай. Номер 22, Алексей Захаров. Номер 19, Ярослав Волошин. Номер 18, Никус Татаринов. Номер 14, Алексей Башуров. Номер 20, Айтал Филиппов. Номер 17, Никита Герзяков. Номер 5, Константин Ковалев. Запасные игроки. Ну и не спеша начинают команды разыгрывать этот мяч. Кшоровцы, как и ожидают, все будут доминировать в этой встрече, потому что команда замыкает тройку лучших коллективов турнирной таблицы. В то же время от Арктики тоже стоит чего-то дождать, потому что по имеющейся статистике команда довольно неплохо владеет мячом. По владению мячом команда занимает, если тут говорить про Арктику, да, чтобы тоже пару интересных фактов сказать. По данным Инстата, третье место владения мячом 50 и 54%. Номер 2, Тимур Горшенин. Номер 12, Алексей Спиридонов. Опережают футболистов из Якутии только воспитанники Океана и Сахалина. Номер 10, Рустам Гулиев. Номер 14, Макар Наговицын. Номер 24, Никита Воевода. Ну и один, получается, первый стандарт в сегодняшней встрече. На третьей минуте матча будут разыгрывать ксшоровцы. Запасные игроки. Номер 35, Тимур. Коротким пасом разыгрывают этот штрафной. Но здесь до удара, конечно, делу довести не удастся. По-хорошему, чтобы последовала передача в штрафную площадь верхом, но мяч уже давно не в штрафной. Номер 9, Максим Колесников. Номер 19, Никита Кузубов. Тренер команды Алексей Алексеевич Ряхин.
Матч обслуживает Продолжает борьбу за мяч футболист. А вот и у Арктики интересная контратака может получиться по левому флангу. Но здесь, конечно, уже накрывают 11-го номера. оба Владивосток. И ничего опасного здесь уже ожидать не приходится. Город Владивосток. Инспектор матча Игорь Валерьевич Погодин, город Владивосток. Снова Арктика с мячом. Ну да, вот видно, что ребята стараются, пытаются как-то завладеть мячом, контролировать его. Но это не контратака, это позиционная атака. И даже до удара дело доходит по итогу, что, в принципе, довольно приятно. Снова до вратаря мяч. Здесь уже проще выносить было, но здорово через пас разыграли защитниками и уже переводит его на чужую половину поля. Правый фланг через центр сейчас. Ну и прекрасно Ксшор вообще атакует. И сейчас до удара можно было бы дело довести, если бы не заблокировали защитники этот мяч. Но там вроде бы штрафной даже сейчас. До этого вроде дело доходит. Нет, нарушение со стороны именно атакующих футболистов, хозяев. И будет Арктика этот стандарт исполнять. Ну, исполняет в виде выноса на чужую половину поля. Давайте кратко отметим, что хозяева замыкают тройку лучших команд лиги. Мы это как раз таки сейчас с вами, друзья, проговаривали пару минут назад. В то время как сегодняшние соперники идут на предпоследнем месте в турнире лице. Ксшор наравне с еще двумя гигантами чемпионата, спортивной школой Олимпийского резерва номер 2 и футбольным клубом Благовещенск, берет 3 очка в каждой из игр на протяжении последних 5 туров. Арктика, напротив, последние 3 тура неизбежно проигрывает своим конкурентам. И даже в случае победы в сегодняшней игре, такую вероятность мы тоже, естественно, не исключаем, хотя вероятность этого не самая большая, не поднимется на 9-ю позицию, поскольку отрыв до следующего места составляет целых 5 очков. Снова Ксшор атакует по левому флангу, уже в штрафной площади футболисты, прострел не получается, и там угловой сейчас будет у хозяев. Ну и несмотря на то, что телекамеры не могут нам показать сейчас трибуны стадиона Локомотив, насколько я сейчас понимаю, даже по звукам, комментируем мы дистанционно, друзья, чтобы вы понимали, да, на самом деле не в Уссурийске, конечно, находимся. Слышно, что поддержка на стадионе есть, поддерживают ксшоровцев местные болельщики. Ну и, соответственно, это какая-то дополнительная мотивация для, тем не менее, очень сильного коллектива. Арктике нужно будет хорошо собраться, чтобы противостоять хозяям сегодняшней встречи. Вот, кстати говоря, трибуны с болельщиками. Видно, что ребята сидят, поддерживают. И во Владивостоке сейчас дело, конечно, ближе уже к вечеру идет. И небольшое повреждение сейчас получает футболист Арктики. На газоне оказался он сейчас. Снова нарушение. Не стесняются фалить обе команды. Ну и понятно, матч довольно важный для
как для хозяев, так и для гостей. И Арктик атакует сейчас по левому флангу. Хорошо атака могла продвинуться, если бы получше принял 11 номер. Вернее, побежал бы вперед и там принял, я к этому. Именно это имел в виду, да. Но здесь атака, конечно, прервалась, и уже ксшоровцы будут атаковать. Хотя вот, не знаю, Арктика довольно неплохо сейчас пытается как обороняться, так и атаковать. Поэтому все в этой встрече возможно. Ну и давайте к составам перейдем. Я уверен, что вы уже успели ознакомиться со стартовыми составами, которые были опубликованы перед самым началом встречи. Ну и, соответственно, сейчас проговорим это еще раз. Первый номер Александр Казаков. Начнем с хозяев. Первый номер Александр Казаков. Четвертый Богдан Чмиль. 15-й Константин Гущин. Номер 2 Тимур Горшенин. Номер 12 Алексей Спиридонов. 13-й Никита Кушнер. Номер 10 Рустам Фулиев. 14-й Макар Нагавулин. 24-й Никита Воевода. Номер 7 Данил Спищев и 11-й Дмитрий Завроцкий, что касается стартового состава. 35-й номер Тимур Пауплов, 23-й Антон Кулев, 17-й Тимофей Нефедов, 25-й Денис. Номер 5 Данил Пермяков, 9-й Максим Колесников и номер 19 Никита Кузубов. Главный тренер команды Алексей Ряхин, что касается состава хозяев. Ксшор атакует уже в штрафной площади, удар по воротам, и здорово спасает вратарь сейчас свою команду, и на добивании также прекрасно действует. Слушайте, ну, здорово. Как раз таки до состава Арктики добрались, и есть повод отметить первого номера Ивана Дегтярева. Прекрасно спасает он сейчас свою команду, очень здорово действует вратарь. Так вот, к составу Арктики. Первый номер Иван Дегтярев, номер 9 Арсен Лыткин, 11 Тимур Сивчев, номер 7 Никита Урай, 22 Алексей Захаров, 19 Ярослав Волошин, 18 Никус Татаринов, 14 Алексей Башуров, 20 Айтал Филиппов, 17 Никита Рамзяков, номер 5 Константин Ковалев. По старту запасные команды. Даниил Платонов, 6 номер, 12 Вячеслав Черкашин, 4 Лука Калинин, номер 10 Сергей Куркутов, 2 Илья Левашкин, 8 номер Максим Капралов, 30 Александр Лазарев. Тренер команды Прокопий Федоров. Держит мяч Арктика на своей половине поля, но вот сейчас вот уже... Хорошо головой принимает футболист мяч. Здесь кшоровцы продолжают его держать. Ну, на секунду показалось, что вернут к вратарю, дабы избавиться от вот этого прессинга со стороны гостей, но нет, через короткий пас выводит его на чужую половину поля, где уже атакующая линия будет за него цепляться. Но здесь надо отдать должное Арктике, обороняются действительно пока что здорово, и вот даже из-под прессинга такого выходит здорово
контратаку. Зацепится ли кто-то здесь или нет. Сейчас посмотрим. По правому флангу это все продвигается. Ну и нет. Мяч в итоге уходит защитникам хозяев, которые пытаются начинать свою атаку. Пока что матч в исполнении обеих команд мне очень нравится. Будем смотреть его дальше. А вот Икшор, еще одна атака сейчас уже у штрафной площади. Удар. Хороший удар. Мог бы получиться, если бы этот мяч не заблокировали по итогу. Про судейскую бригаду, друзья, давайте тоже не будем забывать. Главный арбитр сегодняшней встречи Максим Вязов, город Уссурийск, помощники судьи Павел Артемов и Владислав Плетнев, оба из города Владивостока. Резервный судья сегодняшней встречи Николай Быковский, город Владивосток. В хорошем подкате Арктика мяч себе забирает и продолжает пытаться по правому флангу проходить. На 15-й минуте матча здорово гости огрызаются контратаками. Здорово смотрится, в принципе, игра. Ну, вот сейчас один из тренеров, честно говоря, сложно понять, кто именно, очень поддерживал своих подопечных, говоря, что все спокойно на поле. И о том, чтобы вели себя немножко поспокойнее. Ну, тренеры всегда переживают за своих футболистов, поэтому здесь удивляться мы ничему не будем. Так же, как и не будем удивляться контратаке, которая сейчас начинается у Икшора. И здорово вратарь снова в игру вступает. Но вот здесь на добивании, конечно, можно здорово сыграть и пробить поворотом. А зацепится кто-то здесь или нет, то все-таки досмотрим до конца эту атаку. И снова там прекрасно действует голкипер Арктики. Давайте момент разбирать по итогу. Впечатляет игра Ивана Дегтярева, вратаря команды. И вот, несмотря на то, что я говорил, что по статистике Арктика владеет мячом довольно неплохо, в принципе, во всех матчах, там 3-е место в списке инстата занимали, сейчас была статистика о том, что 32% конкретно в сегодняшней встрече владение мячом у гостей, в то время как большую часть времени именно хозяева создают моменты, чему подтверждение вот атака как раз таки с левого фланга. И здесь пенальти могли подумать зрители, но судья все-таки не свистит. На секунду многие призадумались о том, что в ворота гостей будет поставлен 11-метровый удар, но там всего лишь игровой эпизод. И падение никак не связано с нарушением правил. Вот смотрим этот момент. Да, всего лишь просто неправильно мяч принял, потерял опору и упал на газон. А многие действительно наверняка уже подумали, что все. Будем смотреть пенальти. Решили не рисковать, выносят защитники этот мяч на трибуну. Снова Икшор атакует по левой стороне чужой половины поля. Но снова забитого мяча мы пока с вами не видим. Так же, как и не видим, чтобы Арктика в последние минуты создавала какие-то опасные моменты или делала опасные заходы в чужую половину поля. И здесь нарушение правил и первое, по-моему, предупреждение в сегодняшней встрече.
насколько понимаю, получает его 6-й номер команды хозяев. Богдан Чмиль. Богдан Чмиль получает желтую карточку. Да, и это первая желтая карточка в сегодняшней встрече. Но давайте сразу отметим, что все по делу было. Здесь к арбитру лично у меня никаких вопросов пока не возникает. Арктика тем временем добирается до чужой штрафной площади. Уже здесь мяч недалеко от ворот. И можно до удара попробовать дело довести. Но здесь, конечно, защитники накрывают. 18-й номер имел сейчас неплохую возможность создать голевой момент. Но Никус Татаринов пробивает прямо в защитников, который накрывает этот мяч. Которые стеной стояли у ворот своей команды. И статистика, подтверждение моих слов. Пока что 4 удара в створ у кшоровцев и 0 у Арктики. Хотя заходы у гостей встречи были неплохие. И сразу отметим, что вот очередное повреждение получает футболист гостей. Но исключительно в рамках игрового эпизода. Надеемся, что Алексей Башаров поднимется сейчас и сможет продолжить игру. Каких-то серьезных травм смотреть, видеть, безусловно, не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы все в спокойном темпе, в спокойной обстановке продолжали этот поединок. Ну и надеюсь, что трансляция позволяет услышать, что продолжают тренеры подбадривать своих подопечных, продолжают давать советы. Ну а в этом эпизоде несколько секунд назад вы снова могли увидеть прекрасную игру Ивана Дегтярева, вратаря гостей. Через вратаря. Здесь умело держат мяч хозяева. Ну вот и Арктика перехват. Снова играют здорово на контратаке футболисты гостей. Мне кажется, что Кшор как-то может доиграться в таких эпизодах. Надо повнимательнее чуть быть, потому что очень неплохо для аутсайдера лиги проводит матч сейчас Арктика, несмотря на не самое впечатлительное количество по процентному соотношению владения мячом. И несмотря на то, что ударов в створ пока еще не было, видели мы контратаки, видели мы заходы в штрафную площадь соперника. И не будем исключать того, что увидим сегодня забитые мячи. А вот и первая замена. Я так понимаю, что вынуждена. Именно о 14 номере мы с вами, друзья, разговаривали, о том, что получил предупреждение футболист. Да, поле покидает Алексей Башаров. Желаем ему скорейшего выздоровления. Надеемся, что травма не такая серьезная, да? Илья Левашкин в игру вступает. Посмотрим, как у футболиста, который вряд ли планировал начинать игру в первом тайме, получится сейчас выступить. С мячом Кшор переводит прямо туда, на правый фланг. Здесь, конечно, выход 1 на 1, и первый мяч в ворота залетает у футболиста хозяев. Кшор ожидаемо открывает счет в сегодняшней встрече, несмотря на довольно неплохое начало от Арктики. Я не знаю, кому-то могу, конечно, показать, что команда все равно выступает слабо. Лично мне Арктика в первые 20 минут понравилась. Вот. Но счет открыт. И это 1-0
мяч в ворота команды Арктик и забил игрок под номером 24 Никита Воевода, команда Кшор. Счет матча 1-0. Ну, Никита Воевода открывает счет, давайте отметим. Но автором прекрасной голевой передачи становится Никита Кушнер. 14 номер. Это мы тоже отметим. Здорово вывел своего сокомандника 1 на 1 с вратарем. И здесь уже Иван Дегтярев ничем своей команде помочь не смог. Хотя выделял я его не один раз в сегодняшних своих комментариях. Прекрасной вратарской игрой, прекрасным вратарским мастерством. Не знаю, мне лично этих моментов абсолютно достаточно, чтобы сказать, что спас свою команду не один раз футболист. Ну и в такой ситуации, конечно, важно, чтобы Арктика не пропустила еще 1 или 2 мяча, потому что в таком случае команда посыпется и шансов на спасение будет по минимуму, да. Совсем другое дело, если команда сравняет счет ближе к концу первого тайма, если будет держать хорошо оборону и здорово выходить даже не в позиционной атаке, в случае Арктики контр, атакующие действия могут принести пользу, да. И в случае, если сравняют счет, тогда можно уже задумываться над чем-то большим, чем просто ничья для гостей. Но вот пока Кшор все эти надежды рушит, потому что владеет здорово мячом и уже почти в штрафной площади соперника простреливает туда, и здесь замыкать кто-то должен был из хозяев. Но не поменяли пока цифру 1 на 2 на табло стадион Локомотив в Уссурийске. И, кстати говоря, интересно узнать, насколько погода хорошая сейчас в Уссурийске, потому что, ну, во-первых, как я говорил, мы комментируем удаленно, да, лично не присутствуем. В то же время трансляция позволяет услышать такой довольно сильный ветер, который присутствует. Даже через видеокамеры видно, как ветки деревьев качаются. Интересно, что там с ветром вообще сейчас и как погода, потому что по прогнозу, который вот я сейчас открыл, посмотрел, сегодня до 20 градусов днем ожидается, а вот с утра плюс 16, но, тем не менее, при таком сильном ветре, при такой, вроде как не дождливой, но, тем не менее, не самой летней погоде, да, уже осень на дворе, все-таки пришли поддержать свою команду местные болельщики Кшора. И здесь, и вот здесь опасная атака могла возникнуть у Кшора, если бы удачно перехватили мяч у защитника. Сколько раз мы видели такие эпизоды вообще в как региональном, так и всероссийском, так, наверное, не только европейском, но и мировом футболе, когда защитник ошибается при таких моментах, и нападающий, который двигается к воротам, легко этот мяч перехватывает. Но у меня, кстати говоря, сразу же всплыл в голове эпизод, который не сильно похож на этот момент, но тем не менее тоже был связан с таким престижным турниром, как Лига Чемпионов, когда мадридский Реал играл с московским ЦСКА, у ЦСКА дома, да. Все мы помним тот единственный гол Николы Влашича, когда, по-моему, даже Серхио Рамос эту передачу отдавал на своего сокомандника, и Влашич удачно перехватил его и вскрыл ворота Цесара Наваса, еще тогда тот вратарь стоял. Ну и, собственно говоря, принес победу тогда московскому ЦСКА. Вот конкретно у меня сразу вот именно этот эпизод в голове вскрыл, хотя он совсем не похож на то, что мы видели сейчас, когда защитник мог потерять мяч, и нападающий удвоил бы счет в случае успешной реализации, совсем уже запутался в словах, перспективного голевого момента. Арктика здорово выходит, пытается здорово выйти из-под обороны, но здесь уже мяч потеряли гости. И в очередной раз кшоровцы добираются до штрафной площади, и здесь уже Иван Дегтярев
переводит мяч на угловой. Сложно было зафиксировать мяч после этого удара. Да и кулаками, по-моему, выносил его. Здесь все правильно сделал, на мой взгляд, вратарь. С угловых так-то тоже не так часто забивает, поэтому, чтобы не рисковать, не пытаться его как-то зафиксировать, и мяч при этом не отскочил, лучше вынести его кулаками на угловой. А здесь угловые как раз-таки исполняют хозяева и не реализовывают его. Снова мяч у кшоровцев, и до удара пытаются дело довести, и обводят всех защитников. Здесь надо отдать должное защитной линии Арктики, потому что без нарушений, без назначения в своего рода 11-метрового удара спокойно ликвидировали эту атаку. И уже мяч даже на чужой половине поля. И контратака неплохая может получиться. Продолжает по правому флангу двигаться. Тут из футболистов номер сложно разглядеть. Трансляции. И даже угловой зарабатывают, насколько я понимаю, да. Пошли сейчас футболисты гостей в штрафную площадь. Передача. Дальний заброс, вернее, удар головой. И неплохо, неплохо. До удара-то дело довели. Это вполне достойная заявка была на голевой момент. Но здесь уже другой вратарь. Александр Казаков не спал. Ну вот нам этот эпизод сейчас покажут как раз. Смотрим. Ну да. Огрызнулись ответным ударом, пусть даже таким, воспитанники Краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Тимур Горшенин пробивал поворотом. Ну и обратите внимание, что вновь показанная статистика уже поменялась. 44% у Арктики. Догоняют они хозяев поля по владению мячом. Но, тем не менее, Кшор со своими 56% по владению мячом все равно лидирует по вот этим статистическим сравнениям. А здесь, ой, какая перспективная атака могла бы получиться, если бы арбитр не поднял флажок и не указал на положение вне игры. Короткий пас. Здесь дальний заброс последует. И мяч за линией поля. Ну, вот коллеги из Уссурийска подтвердили, во-первых, мою догадку, мое предположение о том, что сильный ветер сейчас в этом городе, но еще и удивили тем, что град, оказывается, сейчас там. Не представляю, как футболистам при сильном ветре и с градом играть, потому что сам люблю поиграть в футбол и понимаю, насколько сильный ветер иногда может помешать. Взять хотя бы удары по воротам, когда мяч уходит не туда, куда ты бьешь, потому что ветер попросту его сносит, и такое тоже бывает, друзья. Но когда еще и град этому мешает, становится совсем неприятно, и все вспоминают, наверное, теплые летние деньки, когда можно было наслаждаться футболом в свое удовольствие, когда погода была довольно приятная.
Ну, хотя 20 градусов для Уссурийска тоже достойная цифра, поэтому единственное, что может подпортить настроение футболистам, это те неприятные погодные условия в виде града и сильного ветра. На месте медиа-специалистов я бы именно об этом пообщался вот в послематчевых интервью, задал бы на эту тему вопросы. Ну, а здесь очередное положение вне игры, которое фиксирует Лайцман. Ну и за 7 минут до конца первого тайма, друзья, для тех, кто только к нам присоединился, счет 1-0, хозяева ожидаемо лидируют. Но Арктика при этом не сдается, огрызается контратаками, и я думаю, при таком количестве забегов на чужую половину поля, попытка контратаковать, прекрасной обороне, все это может привести к голевому моменту. На мой взгляд, гости этого заслуживают. А вот здесь вот, конечно, ошибаются. Перехвалил я Арктику, здесь они ошибаются, и до удара может дело дойти у хозяев поля. Ну, исправляются защитники, сейчас выносят мяч на чужую половину поля, и контратаку даже могут создать. Ух, как игра-то разворачивается. С одной половины поля на другую мяч сходу переносится. До выхода 1 на 1, конечно, не дотянут, да и в принципе мяч оказался быстрее самых быстрых футболистов Арктики в атаке и покидает пределы поля, но момент действительно был... Момент в глобальном плане, я говорю, не голевой, а в глобальном плане момент был интересный, когда мяч резко выскочил на чужую половину поля, там его подхватили футболисты гостей и пытались создать опасную атаку. Ну, держит все равно Арктика сейчас мяч, держит. Интересно за этим наблюдать. И здесь Кшор перехватывает. Ой-ой-ой, как же я Арктику-то перехвалил. Но защитники... Защитники не помогли своей команде. Но, насколько я понимаю, судья прощает сейчас Арктику. И там положение вне игры было. Вот по количеству офсайдов видим, да, что по статистике сравнялись и гости, и хозяева по 2 офсайда. Ну вот, прощает сейчас оборону у гостей. Арбитры сегодняшней встречи. Насколько я понимаю, Данил Селищев стал бы автором забитого мяча, если бы не зафиксировали офсайд. Здесь грубое столкновение, но без желтой карточки, разумеется, объяснили сейчас 19-му номеру команды гостей, потому что играть надо чуть-чуть помягче. Ярослав Волошин к сведению, думаю, принял. Хотя, возможно, я ошибся. Возможно, я ошибся. Это я просто увидел, что Волошин разговаривал с судьей. Нарушение это поставили в пользу как раз-таки гостей, соответственно. Вполне возможно, что виноват-то был футболист Кшора. И снова пытаются опасный момент создать выходом 1 на 1. Как здорово получаются атаки с выходом нападающего на вратаря 1-1 у хозяев. Это надо отметить. Потому что не видим мы дальних ударов из-за пределов штрафной площади. Все не блокируются защитники. Не видим мы опасных угловых. Разве что вспоминаем момент 2-го номера у гостей. Который здорово пробивал. Илья Левашкин. Но вот с выходами 1 на 1 однозначно пока что все здорово идет у Кшора. Единственный забитый мяч был забит как раз таки именно по такой схеме. И продолжают они проводить все свои атаки по такому же сценарию. А там повреждение получает Ярослав Волошин.
но уже поднимается самостоятельно, помощь медицинская не потребовалась. По статистике, которую снова нам показывают наши коллеги, видно, что Арктика под конец первого тайма все-таки один удар в створ нанесла. Это как раз-таки тот самый удар, который был нанесен после розыгрыша углового. Но при этом видим, что статистика в принципе нещадна на стороне краевой спортивной школы. Видим, что 6 ударов в створ было у хозяев. Действительно впечатляет. Другой момент, что, как я и говорил в самом начале, несмотря на то, что футбол вещь непредсказуемая, довольно ожидаемый исход, потому что одна команда идет в лидерах, замыкает тройку лучших коллективов в лиге, вторая команда является аутсайдером и занимает предпоследнее место в турнирной таблице, хотя Арктика себя показывает, на мой взгляд, довольно неплохо. Через пас короткий Арктика разыгрывает этот мяч. Не знаю зачем, потому что и так было понятно, что подобные моменты, которые мы видим сейчас, созданные благодаря перехватам соперника, могут создаваться. В таких ситуациях лучше мяч выносить от ворот сразу. Здесь, конечно, не стоит через пас разыгрывать, но вот голкипер Арктики придерживается совсем другого мнения и старается разыграть позиционную атаку прямо от ворот. Ввел мяч в игру сейчас Богдан Шмиль. И одна добавленная минута будет. Добавляет арбитр 1 минуту всего лишь к первой половине встречи игры 15-го тура между Шором и Арктикой. Вполне ожидаемое время, конечно, потому что никаких серьезных повреждений футболиста мы сегодня не увидели. По минимуму оказывали помощь врачи футболистам, так же, как и не увидели каких-то других технических остановок, поэтому 1 минута вполне понятная цифра, и с ней, я думаю, все согласятся. Ну и все, друзья, свисток на перерыв, идем пить кофе, идем переосмысливать игру, которую сейчас смотрели. Ксшор побеждает пока что со счетом 1-0 Арктику. Счет, наверное, для кого как, потому что мне казалось, что все-таки больше хозяева забьют. Но, думаю, все мы согласились с тем, что именно на хозяев в сегодняшней встрече большинство болельщиков ставило. Друзья, в любом случае увидимся во второй половине встречи. Оставайтесь с нами.
Добрый день, уважаемые любители футбола. вам Говорит и слово. показывает стадион «Находка», Приморский край, где сегодня в очередном матче 13-го тура розыгрыша Дальневосточной юношеской футбольной лиги на поле встречаются команды. «Океан», город Находка, футболки, шорты, гетры голубые, и Краевая спортивная школа Олимпийского резерва, город Владивосток, футболки, гетры желтые, шорты синие. У микрофона для вас работает Алексей Семененко. Некоторого неудачного действия его партнера по центру обороны Никиты Столбова момент Укшор не реализовывает, который футболист владивостокцев Даниил Селищев. Пробил Даниил, но бесхитростно. Для Михаила Кельчанова получилось суперспасение, а для владивостокцев нереализованный голевой шанс. А тем временем продолжают атаковать раз за разом владивостокцы, собирая подборы, в том числе около чужой штрафной площади. И вот удар от Глеба Зорина. Вот сейчас, даже несмотря на то, что находится под давлением Находкинца, стараются после того, как мячом овладевают, через короткую передачу выходить со своей половины и востокцев. То шансы сейчас, наверное, можно расценивать на победу одной команды и другой, так как 1 к 5. Но в футболе бывает разное. Который позицию занял, стенку установил, внимательнейшим образом наблюдает и ждет. Удар, отскок и еще одна попытка после рикошета, после которой мяч от ноги, по всей видимости, Владислава Коренева влетает в ворота после удара капитана владивостокцев Рустама Гулиева, которого мы с этим голом поздравляем, и команду Краевой спортивной школы в целом. За счет комбинационных действий способны что-то придумать, как, например, шанс у них сейчас. Платон Бежецких пытается обыграть Артема Аграфенина и Макара Наговицына. Подключает Артема Иванова, который обладает ударом. И пробует он. Мы в этой игре находкинцам ставим. И будем надеяться, что эта их попытка не последняя. И видим, как Семячкин уже врывается в чужую штрафную. Падает пенальти. Браво, Роман. Роману Артем. И внимательнейшим образом мы смотрим, каким образом этот 11-метровый удар состоялся. Внимательно наблюдаем и смотрим. Ну что ж, Роман или Тимур? Удар и гол! Браво, Семячкин. 5-й мяч в чемпионате забивает. 2-й из них с пенальти. Для какой-то из линий находкинцев, то с точки зрения обороны у них все сбалансировано. И Пак, и Коренев, и Атиков, и Столбов. Результат первого тайма матча между Океаном Находка и Краевой спортивной школой Олимпийского резерва город Владивосток. Передонов и, соответственно, Воевода. Кстати, Никита сегодня немножко на себя не похож, многовато брака. Похоже на нарушение, к сожалению, для находкинцев пенальти. Решение принять, и вот таким вот образом, но можно сказать, что абсолютно неожиданно, ничего не предвещавший момент. И внимательно мы смотрим за развитием событий. Свисток, разгоняется Колесников, спасает Михаил Браво! Ну что ж, прочел он мысли болельщиков находкинцев. Просто красавец в этой ситуации, сохраняет он интригу. Молодец, просто десятка. Посмотрим, насколько дальше он сможет в заряде провести этот матч. Много еще нужно будет наверняка ему постараться, как, например, сейчас помогают защитники. Ну, в целом, если взять, например, приморцев или любителей футбола, которые из других регионов наблюдают за этой игрой. Семячкин разгоняется, Наговицын против него, вот та самая обводка. И сразу целых 3. И, казалось бы, да, нарушения так и есть. И болеют за Океан. Внимательно смотрят и надеются. Разгоняется Роман. Удар сильнейший. Попадает мяч в голову, кажется, Макару Наговицыну. Из-за этого игра остановлена. Протаскивает он часто мяч на большое расстояние, создавая возможность себе для удара. Момент! И удар! И отскок! И еще одна попытка для Платона Бежецких. Игра рукой. Наговицын в центре один. Колмаков его будет встречать. Макар Владимира обыгрывает. С левой ноги пробивает. Отличный момент для Наговицына. Набором полезных для футболиста качеств. Атака левым флангом от Кшор. Ой, как очередной раз самоотверженно действуя, падает и, кажется, повреждение получает Коренев, тогда, когда пытался опередить
до мяча дотянуться после того, как его за боковую линию выбивает Коренев. Он его оттуда вводит. И смотрите, как опасно! А почему не пас от Рустама Гулиева на врывающегося Дмитрия Завродского? Но вот таким вот удивительным образом игра, в которой казалось, что шансы 1-5, на данный момент разворачивается так, что на табло 1-1, а до конца чуть больше 5 минут. Стенка от Аграфенина с партнером, падение и пенальти. В этой ситуации реабилитировался за тот момент, когда нарушил правила в своей штрафной. Второе предупреждение и автоматическую красную карточку. Что же будет? Свисток. Разгоняется Дмитрий. Удар и гол! Дмитрий Завродский мяч на 75-й минуте забивает. Его Икшормы с ним поздравляем. Артем Аграфенин, конечно же, молодец. В этой ситуации просто сделал все идеально. Находкинцев в обороне. Рустам Гулиев имеет шанс для удара. Нет, это пас. На все того же Дмитрия Завродского, который рядом находился и имел возможность пробить 6 метров. Подача. Отскок. Колесников. Заблокирован удар. Чмиль. Вот как раз-таки был для Богдана шанс. Для владивостокцев сейчас там зона освобождается. Для находкинцев просто нужно, перехватив мяч, сильно его отправить вперед. Но для этого сначала нужно его перехватить и отбиться в обороне. Кстати, классный был момент для Завродского. На Столбова. Диагональ нужна. Так и есть. И классная. Достанет ли мяч Лошкарев и сможет ли перенаправить его в штрафную площадь? Момент! Самоотверженно снова как Семячкин в борьбе с Позыловым. Нужно игру остановить. Рустам Гулиев борется уже около чужой штрафной. Это шанс для владивостокцев. Колесников 1 в 1 против Михаила Кельчанова. Браво, Михаил! Как он среагировал и правой ногой отбил этот удар, этот мяч. Непонятно. Еще один момент. И финальный свисток. Ну что ж, уважаемые зрители, спасибо вам большое за то, что вы были с нами и за этой встречи наблюдали. Она получилась, как мне кажется, супер интересной. Матч между командами «Океан» город Находка и Краевая спортивная школа Олимпийского резерва город Владивосток.
Друзья, ну что, всем еще раз добрый день. Мы ведем прямую трансляцию, напоминаю, со стадиона «Локомотив» в Уссурийске. И сейчас началась вторая половина встречи между командами Краевой спортивной школы Олимпийского резерва и командой «Арктика». Вот. После первого тайма хозяева ожидаемо ведут, но не с большим счетом, как это могли предполагать некоторые, в том числе и я, да? Но все равно ведут со счетом 1-0. Один мяч был в итоге забит. Там, для тех, кто не видел этот эпизод, вратарь выходил 1 на 1 с нападающим. Нападающий его переиграл и реализовал по итогу эту атаку. Автором забитого мяча стал Никита Воевода, но давайте отметим, что Иван Дегтярев, голкипер Арктики, довольно достойно себя показывал на протяжении нескольких моментов, которые создавались. Мне игра Ивана очень понравилась, поэтому, конечно, интересно было бы ваше мнение услышать по поводу, в принципе, сегодняшней встречи, но поскольку обратная связь у нас пока не предусмотрена, будем опираться на взгляд комментатора, на взгляд того, как это сейчас, на взгляд того, как комментатор это все понимает, как интерпретирует, как видит. Ну и ожидаемо хозяева сейчас снова здорово атакуют, проводят атаку, и уже мяч в штрафной площади, и его Арктика по итогу забирает себе. Вынос на чужую половину поля, здесь зацепиться ожидаемо некому. Команда Краевой спортивной школы Олимпийского резерва, город Владивосток, выступает в таком составе. В воротах номер 1 Александр Казаков, номер 4 Богдан Чмиль, номер 15 Константин Гущин, номер 2 Тимур... Еще один дальний заброс, но уже со стороны гостей. Хозяев последовал, и снова Арктика этот мяч себе забирает. Имеет шанс Арктика просто в один прекрасный момент огрызнуться контратакой и забить мяч. Я лично в это верю. Вот почему бы в этом эпизоде, когда сейчас 7-й номер по правому флангу, ну, конечно, здесь слишком банально пытался переиграть. Довольно банальная игра со стороны Никиты Урана была. И не переиграл он по итогу своего оппонента с этого же фланга. Но, тем не менее, владение мячом сейчас... Тем не менее, введение мяча сейчас будет за Арктикой. Уже ввели его в игру футболисты гостей. И уже, по-моему, 3-й раз подряд будут подавать аут. Ну и на 3-й раз подают не совсем удачно. Принимающий футболист оказывался в положении вне игры. Город Владивосток. Резервный арбитр Николай Быковский, город Владивосток. Инспектор матча Игорь Валерьевич Погодин, город Владивосток. Не стали стандарт разыгрывать позиционно через защитников, решили просто вынести этот мяч. Ну и, в принципе, довольно перспективный вынос, потому что здесь уже снова выход 1 на 1 мог предвидеться. Но на этот раз все-таки прям до выхода дела не дошло. Просто атака смотрелась перспективно. Наверняка многие ее оценили. Посмотрели на этот эпизод, да, видно было, что сейчас недовольны были футболисты Арктики. Все это привело к небольшой стычке. Но до чего-то серьезного, повторюсь, дело не дошло. Здесь абсолютно адекватно разобрались футболисты друг с другом. Да и свисток арбитра всегда подобные ситуации охлаждает.
С мячом Ксшор сейчас был. Ну вот есть у нас несколько интересных цифр касаемо статистики 14-го тура. Инстат нам их предоставил, будем так говорить. Ну вот если про Арктику, первое, что бросило в глаза, я уже говорил, владение мячом, что по 14-му туру 3-е место было по владению мячом. Сегодня команда ожидаемо уступает Ксшору по этим показателям, но тем не менее к концу первой половины встречи, я об этом тоже не раз говорил, постепенно мячом Арктика щала. А что касается потерь мяча на своей половине поля, то среди 8 команд 5-е место занимает по этому показателю Арктика по итогам 14-го тура. Также довольно неперспективные атаки были, вот опять же, по прошлому матчу. 7-е место у Арктики, 13% атак с ударами. Это было. По позиционным атакам с ударами цифра и того меньше, всего лишь 3,9%. Если говорить количество атак, 10 атак было у Арктики в предыдущем туре. И 9 атак со стандартов. Продолжает Ксшор удерживать мяч. Вот здесь до вратаря аж дело довели. Но по мне, как казалось, стоило просто развернуть этот мяч и дальше уйти в атаку. Но это всего лишь на взгляд комментатора. Вот здесь уже нападающий Арктики будет пробовать цепляться. И вроде цепляется 11-й номер. Сейчас под удар дело может дойти. 8-й номер пробивает и здорово спасает сейчас, насколько позволяет увидеть трансляция. Вратарь хорошо сыграл в этом эпизоде. Сейчас посмотрим. Ну вот и до удара у Арктики дело дошло, до довольно неплохого удара. И стоит отметить, конечно, старания и нападающего, и самого вратаря. Да, одной рукой пробил там вратарь. Александр Казаков отличился в этом эпизоде. Что касается того, кто пробивал, то здесь должное стоит отдать Максиму Капралу, который вышел на замену. Ну что это, гол будет? Нет, не будет мяча. Заговорились мы с вами, друзья, и не заметили, что вот это, наверное, пока что самый опасный главой у Арктики, те, которые был. Сразу несколько моментов было, когда из ленточки вратарь мяч выносил, полевой игрок выносил мяч головой, и сейчас вот этот эпизод, когда почти мяч в ворота зашел, а вот здесь сейчас Ксшор, наверное, не простит, не простили бы точно вратаря Арктики, не простили бы защиту, если бы арбитр не поднял, боковой арбитр не поднял флажок. Ну да, вот смотрим этот момент, сначала с ленточки, почти с ленточки носил футболист. А здесь уже... перекладина. Вот этот момент мы с вами пропустили, что на самом-то деле была перекладина. Айтал Филиппов чуть не сломал каркас ворот. Ну и для 50-й минуты матча Арктика смотрится очень здорово. Иван Дегтярев сходу мяч забирает. Здесь вообще никаких проблем не создается. По левому флангу Арктика двигается. Слушайте, ну, довольно шустрая игра со стороны гостей. Не подсели футболисты, играют
очень достойно. И здорово выходит из-под прессинга. Видите, атаку до сих пор продолжают. До сих пор атака по левому флангу продвигается. Здесь уже... А здесь уже и стандарт будет, насколько я могу понять. Нет, отворот. Это мне уже показалось, что напридумывал себе угловых. Сразу несколько, наверное. После той красоты, которую гости штрафной насоздавали. Нарушение сейчас. И видим по статистике, что 7 нарушений со стороны Шора и 5 фолов со стороны Арктики. Видим, что хозяева фалят больше. Ну и вспоминаем, что предупреждения уже в этой встрече были. Второй фол на счету Никиты Угая, представителя команды гостей. И второй забитый мяч, друзья, это второй забитый мяч со стороны хозяев. До последнего я не верил, что его забьют. До последнего мне казалось, что не реализует эту атаку хозяева, но тем не менее цифра на табло меняется. Дмитрий Завродский становится автором забитого мяча и удваивает преимущество своей команды на 53-й минуте. Тем не менее, для Арктики еще ничего не кончено. Вполне могут один, как минимум, один мяч отыграть. Ну и Дмитрий Завродский переигрывал. Дмитрий Завродский реализовал эту атаку, в то время как Иван Дегтярев героически бросался в ноги 7-му номеру хозяев. Данилу Спищеву. Ну и отметим, что еще одно предупреждение получил Никус Татаринов, 18 номер. И сейчас замена состоится у гостей. Поле покинет 22 номер команды Алексей Захаров. Вместо него в игру вступит 8 номер Максим Капралов. Продолжают атаковать Шортс, несмотря на преимущество. И тут снова, неужели 3-0 будет? Да, это 3-0, друзья. Это гол, который тоже фиксируют. И, насколько я могу понять, это дубль. Дубль Никиты Воеводы. Это его второй мяч за сегодняшнюю игру. И третий мяч у Краевой спортивной школы Олимпийского резерва в этом матче у хозяев. Посыпалась Арктика, хотя, честно скажу, очень симпатичная мне эта команда была, здорово смотрелась и огрызалась контратаками, но вот видите, такие вот проникающие передачи, такие вот моменты, выходы 1 на 1 с вратарем, здесь, конечно, над обороной работать и работать футболистам гостей. Ну и 3-0, да.
нарушение правил. Ну и не все болельщики, я думаю, многие слышали, были довольны. Были довольны этим судейским решением со стороны трибун. Много негатива сейчас было. Ну и очень активно поддерживают болельщики свою команду. Прекрасно, я думаю, это в трансляции слышно. Звук хорошо у нас передается. Наравне с сильным ветром, который сейчас в Уссурийске присутствует. Ну и не назвали футболиста, который предупреждение получил. Одну секунду сейчас. А то это был. Контратаку Ксора по левому флангу может начаться, но нет, мяч все-таки направо переводит. Это просто трансляция сейчас не позволяет до конца хорошо увидеть удар поворотом, и мяч забивает в итоге. Мяч забивает в итоге хозяева. И это 4-й забитый мяч. Прорывает хозяев во второй половине поля. Интересно пообщаться с тренерским штабом было бы после матча. Ну и как нам подсказывают сейчас наши коллеги, Дмитрий Завродский становится автором забитого мяча. И для Дмитрия это второй забитый мяч за сегодня. У нас уже 2 дубля. Мы с ними вас познакомили. Это Дмитрий Завродский, повторим еще раз. Оба мяча, оба красивых. Ну и еще один дубль. На счету уже другого футболиста. Никиты Воеводы, 24 номера. Снова передача верхом в штрафную площадь. Здесь на подхвате кто-то из футболистов пробивает поворотом, но здесь уже, конечно, не настолько опасно было. Ну и про предупреждение не договорили, друзья, совсем в смысле сбылся, прошу прощения, 17 номер у гостей получил предупреждение, Никита Рамзяков, помню вот этот момент, когда там стандарт исполняли с правой стороны поля. Ну и у хозяев сейчас замена, про нее тоже давайте расскажем. Покидает поле Данил Спищев, и вместо него Максим Колесников, 9 номер, появляется на поле. Ну и да, после такого значительного счета не видим мы какой-то мега активности со стороны Арктики, не видим мы острых атакующих действий, контратак и проходов к штрафной площади соперника. К сожалению, пока что у Арктики все это отсутствует. Ну и счет 4-0 довольно неприятный, я бы даже сказал, ужасный. 4-0, наверное, в любом виде спорта крайне неприятный счет. И надо что-то гостям с этим делать, потому что хотя бы один мяч, но отыграть было бы здорово. Еще одна замена состоится сейчас у хозяев. Даже двойная замена сейчас состоится. Вместо Алексея Спиридонова, номер 12, на поле вышел Антон Кулев, номер 23. Алексей Спиридонов поле покинул, а вместо него Антон Кулев в игру вступил.
Ну и также Дмитрий Завроцкий в игру поле покинул, прошу прощения. Вместо него 19 номер Никита Кузубов в игру вступил. Наверное, обратили в момент о том, что тренер сейчас с Завроцким разговаривал, беседовал. Видно было, что как-то приобнял его. Вот что говорил. Интересно. А вот снова момент. Неужели 5-0 будет? Но нет, с этим опасный момент. А вроде бы оборона гостей справляется. Так это или нет? Давайте уже будем говорить о том, когда все это закончится. Ну, все-таки мяч вынесли с штрафной площади. Уже неплохо. Угловой. Разыгрывают воспитанники хозяев. Заброс. Все равно мяч остается. Но здесь Арктики, конечно, по-хорошему вынести бы его отсюда. Да, вынесли, только не на чужую половину поля, а в аут. Причем недалеко от линии штрафной площади. Тройная замена в команде Арктики. Вместо голкипера Ивана Дегтярева в игру вступает Александр Лазарев, номер 30. Ну вот, сразу несколько замен сейчас в Арктике состоится. Иван Дегтярев поле покидает. Вместо него 30-й номер Александр Лазарев в игру вступает. Вместо Константина Ковалева, номер 5, в игру вступил Вячеслав Черкашин, номер 12. Константин Ковалев также поле покидает. Вячеслав Черкашин в игру вместо него вступит. Ну, вот такие вот замены подготовлены. Главный тренер гостей Прокопий Федоров. Замен довольно ожидаемый на месте тренерского штаба. Я проводил их по максимуму, потому что команда уступает 4-0, а это счет, как я уже говорил, не то что неприятный, а ужасный. Соответственно, в такой ситуации, когда, будем говорить откровенно и честно, шансов на победу очень мало, практически нет, лучше дать игровую практику всем молодым футболистам. И на месте, да, тренерского штаба я бы по максимуму заменил всех игроков, чтобы все ребята смогли попробовать себя, смогли показать. И продемонстрировать свои лучшие качества. Но Кшор, конечно, поджимает, да. Поджимает максимально. Неужели на секунду показалось, что 5-0 может возникнуть, потому что там неприятная потеря мяча была у гостей. В команде игровой спортивной школы Олимпийского резерва произошла замена. Вместо Никиты Еще одна замена у краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Данил Пермяков, номер 5. С рук выносят воспитанники Кшора. Здесь Арктика пытается закрепиться, но нет, не получается у Арктики. Мне кажется, ровным счетом ничего, хотя первая половина встречи, как я уже не один раз отмечал, здорово проходила, прекрасно. Гости себя показывали, и даже несмотря на пропущенный мяч, смотреть игру с их участием было вполне интересно, как минимум мне. Сейчас же мы видим полное доминирование Кшора, и даже вот еще один момент возникает, но здесь прощают нововышедшего голкипера гостей Александра Лазарева.
Ну и видим, что по ударам 14-6, а по ударам в створ 6-1, и все это в пользу, разумеется, хозяев. Тот самый единственный удар, который отмечают наши коллеги. Замена в команде Икшор. Это удар с углового в первой половине встречи, когда здорово головой пробивали баллисты. И две очередные замены в составе Ксшора. Вот тренерский штаб этой команды продолжает полную ротацию состава. Я так понимаю, по максимуму хотят футболистов всех использовать. И сейчас будем подробнее с этими заменами вас знакомить, друзья. 14 номер Макар Наговицын поле покинул. Вместо него Денис Швабой, я так понимаю, в игру вступил. Я так понимаю, здесь дальняя подача будет ближе к воротам соперника. Ну, естественно, вратарь сразу этот мяч забирает. Не особо каких-то проблем здесь в этом эпизоде точно не предвиделось и не предвидится. И впервые за долгое время Арктика подбирается к чужим воротам. Надолго ли? Хороший вопрос. И очередную атаку устремляется, ни о каком офсайде здесь речи не идет, здорово преодолевают. И здесь пас отдадут или сами. Нет, пожадничал футболист. Интересный, конечно, момент, пожадничал. А ведь если бы не пожадничал, там 200% гол, наверное, был бы. Ну, будем еще разбирать сейчас этот эпизод. Сам пробивал, в итоге нововышедший вратарь также сегодня отмечается неплохим сейвом. Но, к сожалению, без небольшого повреждения у гостей не обходится. Да, смотрим. Замечательная игра вратаря. И Никита Кузубов, вышедший на замену футболист, не дает пас. И все-таки не меняет цифру 4-5 на табло. Мячом Арктика на чужой половине поля. Уже на левом фланге хозяева. До дальнего заброса, конечно, дело могло дойти, но не дошло. На 70-й минуте матча счет совершенно другой. Никак в конце первого тайма. 4-0 уже. Колоссальный, конечно, счет. Болельщики Арктики будут очень расстроены. Замена сейчас также в составе Ксшора произошла. Дают игровую практику молодому вратарю. Тимур Пазлов, 35-й номер в игру вступает вместо Александра Казакова, которого тоже сегодня мы запомнили неплохим сейвом. Напоминаем, что вратарь здорово прыгнул в правый угол и спас свою команду от возможного мяча. Ну и здесь, вот как только заговорили про вратарей, сразу Александр Лазарев про себя напомнил. Можем сказать, что мега опасный момент, но тем не менее все равно мяч на угловой переводит.
Напоминаем, что до конца основного времени матча остается 10 минут. О том, сколько добавит арбитр, я бы предположил, что около, наверное, 2-3 минут, учитывая ситуацию с заменами, потому что замен сегодня действительно было много. Еще один неплохой удар в исполнении воспитанника Шора мы могли наблюдать сейчас с вами, друзья, но здесь забитым мячом дело не отметилось. Про судейскую бригаду также напомню, что сегодня матч обслуживает бригада в следующем составе. Главный арбитр встречи Максим Бязов, город Уссурийск. Два помощника судьи, Павел Артемов и Владислав Летнев, приехали в Уссурийск из Владивостока. Ну и резервный арбитр матча Николай Быковский также гостит в Уссурийске, сам из Владивостока. Именно эта судейская бригада сегодня обслуживает матч, и все вопросы касаемо судейства выносит именно эта четверка. Специально на минуту замолчал, чтобы послушали то, что происходит на стадионе, как это вообще интересно. Болельщики поддерживают свои команды, слышны стучания по креслам стадиона. А тренеры в этот момент выносят свои указания своим подопечным. Интересно всегда это слышать. Здорово в Уссурийске обстоит ситуация с болельщиком. Прекрасно они поддерживают свою команду. Комментировал разные матчи, в большинстве своем на северо-западе, но выделять бы... не стал бы говорить о том, что много команд оттуда поддерживает, чтобы это грамотно сказать, находится под покровительством своих болельщиков. Попробую так вот эту мысль передать, что далеко не все коллективы поддерживаются болельщиками, не потому что их нет, а потому что просто не приходят на стадион. Ну и, безусловно, интересно в такие минуты послушать тренерские штабы команд, интересно послушать, что говорят главные коучи своим подопечным, какие мысли они пытаются им передать, потому что всегда в этих мыслях иногда можно что-то услышать не самое пристойное, от чего на лице проскальзывает улыбка, но тем не менее это все-таки интересно. Поэтому иногда можно и пару минут дать вам послушать просто то, что происходит на стадионе. И снова выход 1-1, и что здесь тоже будет? Нет, забитым мячом дело. До забитого мяча дело не доходит. И вот уже несколько моментов, как Шор не может поменять цифру 4 на 5 в счете.
по фолам видим общую статистику, что почти одинаковое количество фолов у двух команд. 10 у Ксшора и 8 у Арктики. Очередной опасный момент, очередной мяч мог забивать Никита Воевода, но здесь снова блестяще играет Лазарев, новый футболист, вратарь. Блестяще сегодня играют вратари команды Арктика. Несмотря на обильное количество пропущенных мячей, моментов со спасением своих ворот мы с вами выделяли не один раз. Будут разыгрывать стандарт. Хозяева. Заброс на дальнюю штангу, я так понимаю, планировался, но здесь до забитого мяча дело пока не доходит. Ну, уже позиционные атаки большей частью проходят. Видим, что вратарь сейчас через короткий пас будет разыгрывать. По количеству офсайдов, кстати говоря, команды сравнялись. По 4 офсайда у каждой. Ну и видели, что даже один забитый мяч сегодня не засчитали именно из-за положения вне игры. Другой момент, что учитывая общую статистику, учитывая практически бесспорную победу Ксшора, никто на это внимание обращать не будет. И никто не будет предъявлять претензии из-за всего лишь одного отмененного мяча. Ну и не видим мы пока арбитра, немножко рановато, но тем не менее пора призадуматься о том, насколько будет добавлено времени к основному времени матча. Всегда интересно такие моменты оценить. Ну и перед вашими глазами был очередной момент, очередной опасный момент. Мы уже в некоторый момент, наверное, забываем указывать, потому что слишком их много, слишком на много надо делать упор. И одна команда сегодня, безусловно, лидирует по всем показателям практически. Что, в принципе, понятно, даже если посмотреть на турнирную таблицу, где команда располагается на 3-м месте. Я имею в виду Роевую спортивную школу Олимпийского резерва, а также на протяжении последних 5 матчей не проигрывает. То есть даже не проигрывает, а в принципе побеждает всех соперников, и это будет 6-я победа подряд. У Арктики, к сожалению, это будет 4-е поражение подряд, и коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Арктика впервые за долгое время попыталась подобраться к чужой штрафной площади, но, к сожалению, чем-то запоминающимся это не закончилось. И 2 минуты нам подсказывает диктор. Проспал я диктора, не диктора, а резервного арбитра с табличкой.
о количестве добавленного времени, но вот арбитр нам подсказывает, что 2 минуты добавлено, и краем глаза сейчас увидел, что еще одна замена состоится. В команде Арктика замена. Вместо Никуса Татаринова, номер 18, в игру вступает Даниил Платонов, номер 6. Ну и последняя замена, наверное, в этом матче. 18 номер Никус Татаринов поле покинул. Вместо него Даниил Платонов в игру вступил. Тем интереснее будет смотреть на поединок дальше. Хоть и остается 1 минута, но тем не менее. И за 1 минуту могли отличаться футболисты. Сложно приводить какие-то конкретные примеры в рамках этого турнира, либо каких-то похожих. А в глобальном плане, пожалуйста, вспоминайте Александра Головина, воспитанника московского ЦСКА, который сейчас играет в Монако. Футболист выходил, вот, к сожалению, не вспомню, на товарищеский поединок или же, в принципе, на официальную игру. Вышел и первым же касанием отправил мяч в ворота. И причем после продолжительной травмы. Несколько месяцев Александр отсутствовал, но в той игре вышел и забил. Отмечали, разумеется, его на всех медиа рубежах, как французских, так и российских, разумеется. Ну, тут самый яркий, наверное, пример того, что можно и сразу выйти на замену и помочь своей команде. Друзья, подошел к концу матч между Шором и Арктикой. 4-0 ожидаемая победа хозяев. Мне первый тайм Арктики понравился намного больше, чем второй. Поэтому, в принципе, ничего удивительного я бы здесь отмечать не стал. Друзья, меня зовут Сергей Токарев, мне было очень приятно комментировать для вас этот матч. Мы обязательно еще с вами увидимся на матчах Дальневосточной юношеской футбольной лиги. После игры оставайтесь обязательно на флеш-интервью, у вас будет возможность послушать мнение тренеров команд, послушать мнение ведущих игроков и в одной, и во второй команде. Ну и самые интересные вопросы наши коллеги из медиа-отдела обязательно им зададут. Хорошего дня вам, друзья, до свидания.
всех зрителей. Это трансляция на послематчевом интервью по окончанию матча Ксшор Арктика. И первый гость нашей студии Дмитрий Завродский. Дмитрий, ну расскажите ваши эмоции о сегодняшней игре. Эмоции, как обычно, выиграли, всем радуются. Дальше победа, 47 очков нас ждут. Ну, вы довольно так радостно относитесь к сегодняшнему результату, но ваш тренер довольно часто был недоволен вами сегодня. С чем это связываете? Ну, тем, что у всех есть ошибки, и он это пытается исправить из нас, и вот он на нас ругается. Но все равно он делает для нас все, чтобы мы играли хорошо. Первый тайм выдался довольно упорным, соперник бодался, во втором тайме уже раскрыли его. Помог тренер в перерыве? Да, и пытались настроиться, не свое поле, не домашнее, поэтому пытаемся настроиться. Вот следующие игры все покажут на этом поле. Но если не секрет, то скажите, что сказал тренер в перерыве? Не буду говорить. Тогда я поздравляю вас с победой, желаю дальнейших успехов, и мы ждем Алексея Черяхина, тренера команды Ксшор Владивосток. Алексей Алексеевич, с победой. Ну, расскажите ваши эмоции об сегодняшней игре. Эмоции, очень рад, что мы добились победы. Для нас это было очень важно. Взять 3 очка. Ну и счет, я думаю, мог быть и более крупным. Ну да, сегодня действительно реализация ваших нападающих была не самая высокая. С чем это связываете? С чем это связано? Ну, я вам, честно, на этот вопрос очень сложно ответить, с чем это может связано. Это, наверное, в первую очередь проблемы, может быть, концентрации внимания, может быть, недостаток исполнительского мастерства еще до сих пор, да, то есть, потому что у нас из матча в матч складываются одни и те же ситуации, что мы очень много не реализуем моментов, хотя на тренировке, там, можно сказать, 95% они все забивают. То есть, ну, плюс хочется отметить вратаря соперника, который вышел на замену, Александр Лазарев, то есть он стал, так сказать, для нас, может, так, черное пятно, может быть, ну, в хорошем смысле слова это для него, потому что мы ему за 2 игры не забили ни одного мяча. Сегодня домашний матч проходит не на родном «Динамо», а в Уссурийске. Расскажите, вот как поле сказалось на сегодняшнем матче? Поле, я думаю, что обеим командам лучше было играть на этом поле, потому что у нас натуральный газон на стадионе «Динамо», и он не самого хорошего качества, то есть на таком искусственном поле обе команды смогли показать неплохой футбол, более такой комбинационный, с короткой средней передачей, то есть там, скорее всего, на стадионе «Динамо» была бы другая игра, там было бы больше, может быть, длинных передач, да, единоборств. И не очень такой зрелищный выдался бы поединок, по моему мнению. Ну, до конца турнира осталось всего несколько матчей. Довольны ли тем, как команда подходит, в каком состоянии физическом, моральном, к концовке сезона? Да, все хорошо у нас и физически, и морально. То есть ребята, я думаю, чувствуют себя отлично. Потому что у нас и были дни отдыха в связи с переносом игры, да, то есть у них было 4 выходных. Чуть-чуть они эмоционально разгрузились, то есть отошли от футбола. Ну и физически сил хватает, то есть, потому что постоянно ротация состава у нас не играют одни и те же. То есть стараюсь давать всем ребятам возможность поиграть, и я думаю, никакой усталости у них нет. Сегодня вы без пропущенных мячей, несмотря на то, что, так скажем, потеряли в некотором роде своего центрального защитника основного. Как команда пережила потерю? Ну, положительную потерю, конечно, но все равно в составе его нет. Поговорим, конечно же, о Аграфенине. Если мы сегодня пропустили, значит, команда это восприняла хорошо. То есть мы из этого не делаем потери, то есть так что у нас один игрок ушел, мы сразу там обескровленно, да, стали. Нет, у нас есть ребята, кто могут его заменить не хуже, я считаю. Поэтому мы желаем Артему удачи, то есть и будем стараться играть в дальнейшие матчи без него. То есть, еще хочу отметить игру сегодня Александра Казакова, нашего вратаря, да, то есть у нас при счете 1-0 очень выручил сильно. Да, то есть там 2 момента было таких прям тревожных. То есть если бы не это его спасение, еще неизвестно, как бы завершилась игра. То есть мы могли сегодня выиграть как со счетом условно 10-0, как и сыграть ничью 1-1 или даже проиграть. Потому что этот гол мог бы где-то надломить команду. Да. Так что поэтому ему большое спасибо за это спасение. И очень рад еще, повторюсь, что мы сыграли на 0. Потому что мы уже давненько от Белогорска пропускали глупый гол. Да. И от Сахалина пропустили там тоже такой необязательный гол со штрафного, который сами себе привезли. То есть это тоже очень положительный момент, что мы сыграли 0.
Ну, я поздравляю с победой, благодарю за это интервью, желаю дальнейших турнирных успехов. И мы ждем Волошина Ярослава, игрока команды «Арктика». Ярослав, приветствую вас. Ну, расскажите ваши впечатления о сегодняшней игре. Ну, соперники команды сильные, сыгранные, раздавали через пас, забивали почти все моменты. Ну вот сегодня счет 1-0 был, создали несколько подряд опасных моментов, но не удалось забить. Надломило ли, на ваш взгляд, это вашу команду как-то? Нет, понеслись вперед, забивать, создавать моменты. Да, но моменты вы все-таки создавали, но не удалось забить. А вот чего не хватило именно для забитого мяча? Не знаю, уверенности, пробить издали, играли через пас постоянно, без ударов, без ничего, без обострений, просто катали мяч. Сегодня ваш тренер довольно много сделал замен, почти все использовал, если не ошибаюсь. Вот с чем это связываете? Не был недоволен игрой команды или просто хотел освежить рисунок игры? Ну, наверное, хотел, чтобы все получили игровое время, потому что у нас некоторые вообще, бывает, не играют. Ну и освежить игру, забить гол. Ну, до конца турнира осталось несколько матчей. Как ваша команда подошла к концу турнира? Довольны ли с турнирной точки зрения своим положением? Ну, во втором круге стали сильнее, быстрее. Последние матчи нужно набрать очки, занять хотя бы 8-е место. Ну, я благодарю вас за это интервью, спасибо большое, желаю дальнейших турнирных успехов и ждем тренера команды «Арктики» Федорова Прокопия Владимировича. Приветствую. Ну, расскажите ваши впечатления о сегодняшней довольно эмоциональной игре. Так, ну, получается, в первом тайме пропустили на 23-й минуте. Тот момент такой, мог и вратарь успеть, и защитник подстраховать. Ну, пропустили так пропустили, но в сегодняшней игре у нас, получается, я вратаря поставил второго, это Дегтярева Ивана, Лазерова Александра я посадил на замену, чтобы и второй вратарь, чтобы поработал, чтобы получил игровой практики. Вот. И у нас не хватало еще Труликова Артема, у него там маленькая травма, из-за этого не приехал сегодня, поэтому без него было тяжело, но ребята молодцы, сыграли достойно, но надо было чуть побыстрее и расставаться с мячом. Все в одно касание. На тренировках вроде выполняют, а уходят на игру. Я из-за волнения, что ли, я не знаю. Ну, будем работать, исправлять ошибки. Ну, вот вы сами сказали, что сегодня дали практику второму вратарю, а первый вратарь все равно вышел на поле в итоге на замену, сыграл на 0. Не жалеете ли о выборе в стартовом составе второго вратаря своей команды? Нет, не жалею, потому что я стараюсь смотреть вперед, и два хороших вратаря это намного лучше, чем один. Поэтому в турнирной таблице такой, как бы сказать, мы идем на предпоследнем месте. Сейчас наша задача выиграть вот Уссурийский океан, и тогда мы можем подняться на 6-е место. И надеялся, что Ваня сегодня покажет себя, но отстоял нормально. Я бы не сказал, что провально. Сегодня, я заметил, вы довольно часто апеллировали к арбитрам. Вот можете как-то вот эту ситуацию прокомментировать? Ну, один такой спорный момент был, когда специально по ноге, когда подбежал игрок и пнул по ноге, а нам за это дали дисквалификацию на 3 игры. Поэтому я спорил с судьей, возникал вопросы, и плюс, когда там на Гамзякову желтую карточку дали, он сыграл в плечо, жестко, но в плечо. И за это желтое не дается, ну, я так понимаю. И получается, у Гамзякова сейчас 4-я желтая карточка. И он пропускает следующую игру. Поэтому есть такие вопросы к судейству. Ну, также вы сказали, что ваша турнирная задача – это обыграть Уссурийский океан. Вот после сегодняшнего матча есть ли какие-то выводы, которые помогут победить в этих 2 встречах? Ну, выводы сейчас будем смотреть повтор, разбирать игру, и там уже на месте определимся. Конечно, будем делать выводы. У Владивостока очень хороший прессинг. Из-под прессинга нам было тяжело выходить. Много ошибались.
Ну, я благодарю вас за это интервью, желаю дальнейших успехов. Спасибо большое. И хочу попрощаться в конце со всеми зрителями этой трансляции и порекомендовать вам подписываться на наши социальные сети и дальше смотреть юношескую футбольную лигу. Спасибо.